В Русском драмтеатре снова готовятся к премьере. На этот раз по пьесе Шекспира «Буря». По мнению критиков, это завещание Шекспира, последний аккорд его творчества. Это, вероятно, самая музыкальная из всех шекспировских пьес и самая гармоническая. Вот какой спектакль получился у Уфимского театра и почему режиссер обратился именно к этому произведению, давайте обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Николай Дручик, режиссер-постановщик. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот вроде бы конец сезона, я немножко с другого начну наш разговор. Конец сезона, уже по сути выдохлись, да, но тем не менее начинаете работать над премьерой. Почему? Театр дело же коллективное, такое. Собирается достаточно много людей, и здесь влияет очень много обстоятельств, в которых живут те или иные люди. Вся команда у меня из Петербурга постановочная. Это и композитор, и хореограф, и художник по видео, видеоинженер. Все питерская команда, они живут своей жизнью. Там, для нас, вот мы собрались, чтобы сделать эту бурю, и театр живет своей жизнью. И с директором театра, с художественным руководителем Еленой Федоровной мы как-то посмотрели разложили все, что называется, карты, и поняли, что другого времени нам не найти. А очень хочется это сделать. Почему? Вот вы так интересно сейчас сказали, решили сделать бурю. Да, почему да. именно бурю? Это не решили. Прикосновение немножко другого рода. Сейчас, чтобы не говорить там преждевременно не говорить о том, что получилось, о чем замысливалось и почему именно буря. Вы знаете, пьесы Шекспира делятся, для меня, например, это на комедийные вещи и на трагедийные. Так, если попросту брать. Но есть и там есть какое-то, там, вот здесь комедия, да, со смыслом, да, как у Шекспира бывает, очень масштабная, объемная. Здесь трагедия очень масштабная, объемная. Все, прекрасно. А сегодня, это по моему, скорее, ощущению времени, и это устроило, что называется, худрука в контексте жизни театра. Мне кажется, буря, там есть всего понемножку. Она касается последняя пьеса Шекспира, и как ты зафиналиваешь, зачем ты там жил, люди себя спрашивают, да? Вообще, а что случилось в твоей жизни, что будет как-то так, оставит хоть какой-то там след. Я думаю, что человек, уходящий из театра, а он уходил из театра не глубоким стариком, он уходил осознанно, осмысленно, еще будучи действующим и артистом, и драматургом. И почему он уходил, и что он собрал там. И сегодняшнее время, мне кажется, оно скорее не время действия, а время... Размышления? Нет. Время для того, чтобы увидеть, что происходит. Прежде чем действовать, надо сориентироваться. Размышлять — это я сижу, размышляю, я к этому не имею отношения. А если я к этому имею, ко всему, что происходит в мире, по крайней мере, не будем там, наверное, в мире, ты считаешь, что ты к этому имеешь отношение и так чувствуешь, и хочется что-то, например, сразу сделать, или хочется спрятаться, две позиции, да, предположим, мне кажется, сегодня надо очень внимательно присмотреться и к миру, и к себе. Означает ли это, что постановка, которую зритель увидит в Русском драмтеатре, это именно та лакмусовая бумажка, призма, через которую мы должны понять современность? Нет. Мы должны хотя бы по-своему понять, осознать. Подумать про нее. Знаете, есть, можно посмотреть, поверхностно. Можно очень сильно копаться. Надо к ней приглядеться. Для меня точное слово, надо к ней приглядеться, что ли. Ответов у нас в театре, и мне кажется, это правильно. Театр не дает ответов. Театр делится своими размышлениями. Делится и, по идее, должен заражать своими размышлениями другого человека, чтобы другой человек, наш зритель, он почувствовал, для него стало интересным,
вот этот вопрос или вот этот вопрос, вот этот ракурс или вот этот ракурс. Да? Чтобы возник интерес вообще поразмышлять над этим и над этим. А если это Шекспир, то наши размышления, они касаются, наверное, устройства мира. Это всегда трудно и всегда ответственно с ним работать. Это у меня третий Шекспир, поэтому я там и касался, и уже прикасался к нему. Ну, как-то. А готов ли современный зритель к Шекспиру? Готов ли, вот вы сейчас призываете зрителей размышлять, понимать, готовы ли современные зрители к этому? Мне кажется, он готов всегда. У меня такая надежда, что если ты в принципе человек, то размышлять – это то, что нас отличает. И мне кажется, в потенции, кто-то об этом забывает, можно напомнить. Кто-то этого не хочет, можно сделать так, чтобы у него это желание возникло. Ну, вот это тоже наше дело. Не затаскивать, конечно. Ну, ребят, давайте поболтаем, посмотрим на это с этой стороны, поразмышляем, что ли, я не знаю. Это должно быть в удовольствие, это не должно быть там, силой кого-то куда-то тащить. Нет. Ребят, мне кажется, про это надо подумать просто. Николай Иванович, вот современные театры сейчас, если мы не берем классические, да, это вот театр, оперы и балеты и так далее, русские, драматические, то есть это вот такие, скажем, опорный фундамент современной культуры. Но очень во многих театрах сейчас идут на эксперимент. То используют видео, то разные эффекты. Мне кажется, что они это используют для того, чтобы привлечь как можно больше зрителей, чтобы зрителей удивить, чтобы захватить внимание. Но такова современность, с этим сложно поспорить. Нужно, чтобы зритель пригляделся, его нужно удивить, не знаю, хлопок, еще что-то. Вот будет что-то в этой постановке подобное, или это все-таки классика? Иногда даже вот декорации, а кто-то наоборот использует очень скудные декорации, чтобы зритель сосредоточился на игре актеров. Вот на что вы сделали ставку в этом плане? Просто вы сказали, что у вас в команде есть видеограф. Да. Когда режиссер использует такого рода выразительные средства, есть момент привлечь зрителя какой-то зрелищностью, да? Но эта зрелищность всегда проходит через отбор содержания. Если это помогает выразить содержание, которое ты задумываешь, то почему не использовать сегодня не для того, чтобы развлечь, привлечь, а ты понимаешь, что это современные возможности, ими надо пользоваться. Но в том случае, если они работают на содержании, которое ты строишь. И зрелищность в театре один из очень важных таких пунктов, которым надо придерживаться. И мы будем пользоваться видео. Нам кажется, что мы его будем использовать хитро и по-особенному. Мы какие-то инновации там очень сложных механизмов, этого не будет, но будет ощущение, что все очень просто. Вот будет ощущение, все очень просто, непривычно для, мне кажется, для, допустим, русского, уфимского нашего, вашего, не знаю уже как назвать, уфимского драматического театра, это такого типа оформления, типа такого решения. Это и не такой аскетизм, это ощущение всего мало, но эффектов, которые это мало производит, их много. Вот как бы так, я бы сказал. Когда все достаточно скрыто, вот посмотришь на декорацию, там, вот, на эскиз, это все очень просто. Но как это все будет работать, это непростая такая внутри механика и затея, что ли, непростая. Поэтому зрелище, будет обязательно. Это Шекспир, это праздник театра. В первую очередь, когда есть Шекспир, почему вдруг, во-первых, мне кажется, в каждом театре должен Шекспир идти. Это такая проверка на мастерство.
Ну и все, и там и мастерство, и Шекспир это все, что есть в театре интересного, придумано, развито, ценится, я не знаю. Все есть в Шекспире, все качества театра. Ну, это, ну вот когда занимаешься Шекспиром, это называется, занимаешься скорее не историей, вот, там, которую он рассказывает, не смыслами, которые даются по поводу жизни, а это для тебя, ну, как бы, зрелище, которое должно вызывать театральный восторг. Вот так вот. И неважно, про плохое или говорится, про хорошее, но это вот смотришь, а вот это театр. Вот это опера, это спорт, это политика, это там, я не знаю, цирк. А вот это театр. Хорошо, убедили. Театр без Шекспира существовать не может. Но почему буря? Я могу на сегодняшний день сказать отправную точку. Что лежит в сюжете? Очень простая история. Когда-то, 12 лет назад, человека обидели. С человеком поступили несправедливо. Человек вынашивает в себе мысль о том, чтобы совершить возмездие, отомстить, я не знаю, там, да. И судьба посылает ему шанс этот отомстить, вроде бы как восстановить справедливость. И в определенный момент он от этой мысли, когда у него уже все есть в руках, он отказывается. И мне кажется, это так важно на сегодняшний день. Все эмоции, которые окрашены агрессией, их надо попытаться как-то, сдержать, что ли, и привести все к милосердию, грубо говоря. И вот это толкнуло меня лично. Я думаю, ради чего бы я вот так вот потратил часть своей жизни на этот сюжет. Ради того, чтобы распознать в себе эту агрессию, увидеть ее, почувствовать, что это, даже если в результате будет справедливо все, но само чувство агрессии, оно не полезно для человека. Оно имеет разрушающую силу. Вот как-то это мой импульс. А уже получится, наверное, что-то объемнее и по-разному. В общем. Да, вот что получится, пусть у каждого получится свое после того, как каждый увидит эту постановку. Николай Иванович, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своими мыслями. Я думаю, что нашим телезрителям тоже будет интересно уже прийти в театр и посмотреть, что в итоге получится. Премьера в конце мая. В конце мая. Спасибо. И мы ждем уфимского зрителя с волнением. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.